Кримське питання. Про що йдеться у новій резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо захисту прав кримських татар у Криму? Як проходить літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи і чи зможе нова резолюція вплинути на дії Росії на окупованому півострові? Все це обговоримо найближчими хвилинами. І ще раз вітаю, з вами Олександр Ринковський, ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ, також на півночі Криму можете слухати нас в FM-діапазоні на 105,9 FM. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер 044 490 2905. І ви можете телефонувати до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. С вами Александр Ринковский, программа «Крымский вопрос». Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие минуты? Мы поговорим о Парламентской ассамблее Совета Европы. Почему это важно? Потому что Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня призвала Москву не применять законы России на территории оккупированного Крыма, а вместо них использовать на полуострове законодательство Украины. Далее позволю себе цитату из материала под названием «Что говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о нарушениях прав крымских татар», которое было опубликовано в издании Deutsche Welle. Грубое нарушение прав человека и преследование крымских татар, правозащитников и журналистов в Крыму обусловлены жестким применением оккупационными властями норм законодательства Российской Федерации. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму, приняты в среду 23 июня в Страсбурге. В документе указывается, что российские власти должны прекратить применение своих законов в Крыму, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и пользоваться законами Украины. Россия должна нести ответственность за нарушение прав человека, совершенные на территории, де-факто находящейся под ее контролем, и немедленно положить конец похищениям и пыткам крымских татар, которым, вероятно, причастны правоохранители и силы Федеральной службы безопасности России. В резолюции, автором которой является депутат из Исландии Торхильdur Сунна Эверсдоттир, представляющий фракцию социалистов, отмечается, что Парламентская ассамблея Совета Европы решительно осуждает продолжающуюся временную оккупацию части территории Украины, Крыма, Российской Федерации и не признает ее аннексии. Нарушение международного гуманитарного права в Крыму особенно негативно влияет на положение крымских татар. И в связи с этим Парламентская ассамблея Совета Европы призвала российские власти освободить всех тех, кто был незаконно задержан и заключен в результате жесткого применения российского законодательства, прекратить принудительный призыв жителей Крыма в армию России и не применять практику перевода заключенных из Крыма в места лишения свободы на территорию соседней России. Вот об этом мы сегодня и будем говорить в программе «Крымский вопрос». Сейчас с нами на телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, здравствуйте. Здравствуйте. А ваша оценка вот этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, насколько вы, не знаю, как позитивно или негативно вы оцениваете эту резолюцию? Разумеется, ее принятие мы оцениваем очень позитивно. Тем более подготовки этой резолюции работали и наши депутаты, как предыдущего созыва, потому что сама резолюция, сам доклад и на основе доклада резолюция готовились с 2018 года. После этого состоялась смена депутатского корпуса Верховной Рады Украины. И, разумеется, новый состав национальной делегации Украины, он тоже проделал очень большую и важную работу. Последние поправки, которые были предложены буквально еще в начале этой недели, они еще более ужесточили направленность этой резолюции в отношении страны-оккупанта Российской Федерации. И мы очень признательны всем, кто был причастен к подготовке этой резолюции и ее продвижению и голосованию также.
На ваш взгляд, будут ли есть... Давайте так, я вначале сейчас зачитаю просто небольшую реакцию официальной Москвы на эту резолюцию. Да, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы соседней России Петр Толстой, он заявил, что Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ, это говорилось про ЕСПЧ, но и других институтов Совета Европы, имеется в виду в том числе и Парламентской ассамблеи Совета Европы, ни в отношении Крыма, ни, он говорил, в отношении оппозиционера Алексея Навального. А тогда такой вопрос, как же эта резолюция тогда сможет повлиять на действия России в Крыму? Ну, видите, вот отношение России еще раз подтверждает правоту тех парламентариев Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые выступали против восстановления полномочий российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы до того, как Россия не выполнит требования предыдущих резолюций самой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но, видите, тогда большинство посчитало, что сам диалог с Россией в такой плодотворной форме участия российских депутатов в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы даст возможности к выполнению Россией тех решений, которые принимаются на Совете Европы. Но мы видим теперь, что такое большинство оказалось неправым, и Российская Федерация вновь демонстративно подчеркивает, что она не будет выполнять те решения, которые ей не нравятся. И действительно, не только Парламентской ассамблеи, но и Европейского суда по правам человека. Это нынешняя позиция Российской Федерации. Но, тем не менее, само по себе принятие таких резолюций, оно является очень оправданным. Шаг за шагом мы складываем, это, знаете, как каждая резолюция для меня как кирпичик. Кирпич, который вот формирует высокую прочную стену той тюрьмы, внутри которой обязательно будут находиться нынешние правители Российской Федерации и все те, кто совершает преступления в оккупированном Крыму. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, у нас на телефонной связи. И сегодня мы в программе «Крымский вопрос» обсуждаем резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была принята 23 июня 2021 года. Я смотрел полностью вот эту трансляцию заседания Парламентской ассамблеи и слышал мнение некоторых депутатов от парламентов других стран, не российских, не украинских. Они высказывали, что все равно необходима важность, говорили о важности, чтобы присутствовали на этих заседаниях и на этой площадке присутствовали представители России для того, чтобы, в том числе они это объясняли тем, чтобы потом можно было проверить, а как Россия будет выполнять решения, в частности, и Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ваш взгляд, срабатывает, можно ли действительно таким образом, постоянно привлекая Россию к диалогу, заставить ее выполнять решения, в частности, Парламентской ассамблеи Совета Европы? Я еще раз исхожу из того, что такое вот представление о российских депутатах, которые как бы послушают справедливые нарекания своих коллег из других стран, из других делегаций и кинутся выполнять эти резолюции, такое представление является ошибочным. Возможно, это для цивилизованного сообщества это вполне такие применимые действия, но по отношению к нынешнему российскому политикуму такие ожидания абсолютно не оправдываются. Я вчера также слушал выступления всех парламентариев, и тех, которые в зале в Страсбурге выступали, и тех, которые подключались в режиме онлайн. Насколько я понял, российская делегация, все выступающие были в режиме онлайн. И они ведь, по сути, уклонились от обсуждения и доклада, и проекта резолюции. Они просто повторяли известные пропагандистские клише, которые им заготовили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. И поэтому в этой части, что
но ожидание того, что от многократного повторения присутствия российских депутатов очевидных истин, они усовестятся и они исправятся, к сожалению, это ошибочное представление, этого не будет. Российская политическая элита может понимать только лишь язык международных санкций и желательно персональных, точечных. Понятно. И давайте я хочу, чтобы мы с вами сейчас послушали фрагмент выступления Ирины Рукавишниковой. Вот раз мы уже заговорили про российских представителей, которые участвовали в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, они принимали участие дистанционно, не знаю, по скайпу или по какому-то другому техническому средству связи. Ирина Рукавишникова – это член Совета Федерации России. На этом заседании она сказала, значит, что в докладе нет объективной информации о том, как изменилась ситуация в Крыму, значит, после присоединения к России, отметила, это ее слова, да, и отметила, что, значит, не потрудилась докладчица посетить Крым и пользовалась информацией, полученной, цитирую опять-таки, да, от террористических организаций. Ну, а теперь прямая речь госпожи Рукавишниковой, которая считает, что в Крыму все стало очень хорошо после присоединения к России. Именно с этого момента началось восстановление исторической справедливости, политическое, социальное, национальное и духовное возрождение крымских татар. Крымско-татарский язык впервые стал государственным на территории Крыма. Это значит, что все официальные документы на территории Крыма написаны на 3 языках — русском, крымско-татарском и украинском. Это значит, что более 400 средств массовой информации ежедневно публикуют материал на этих языках. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Вообще очень интересное заявление. Я попрошу дать, если возможно, это прокомментировать. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Получается, что ничего вообще не было до 2014 года, если поверить госпоже Рукавишниковой. Вы знаете, Александр, но когда вот полуправда смешана с огромной ложью, то здесь представляю, что и комментировать особо нечего. Но давайте я просто укажу на те моменты, в которых и вы, может быть, даже еще глубже знаете, чем я. Но вот госпожа Рукавишникова утверждает, что ежедневно более 400 средств массовой информации в Крыму размещают материалы на украинском, крымско-татарском и русском языках. Вы представляете себе вот эту громадную машину, 400 средств массовой информации, которая бы издавала бы материалы на крымско-татарском и украинском языках в Крыму? Я не могу даже представить, чтобы на русском языке было сейчас столько средств массовой информации, которые бы ежедневно издавали такой поток информации бы. Но и вот такая же неправда в отношении более 300 школ, где дети имеют возможность обучаться на украинском и русском языках, где преподают уроки крымско-татарского и украинского языков. Возможно, это у них все на бумагах и есть. Но самое здесь неприемлемое, это, конечно, то, что выступающие со стороны Российской Федерации, представители Российской Федерации, они сетуют на то, что, в данном случае докладчик, в другом случае там какие-то иные миссии международные, вот, мол, не посетили Крым, не посмотрели ситуацию на местах. Они абсолютно делают вид, что не осознают того, что в ситуации, когда совершился бандитский захват Крыма, Крым является оккупированной территорией, и никто из международных организаций, миссий, следующих международному праву, никто не будет нарушать это международное право. Но они каждый раз из заседания в заседание повторяют это известное клише, мол, приезжайте и посмотрите сами. Но бандит, захвативший наш дом, приглашает соседей, чтобы они вошли в захваченный бандитами дом и посмотрели, как там, не изменилась ли
та обстановка, которая была до захвата Крыма. Ну, абсурдное такое ожидание, и мне представляется очень верная политика и оценки других выступавших. Я не усмотрел ни в одном выступлении хотя бы малейшую там защиту российской позиции, но за исключением, возможно, выступления депутата из Греции, в котором он, в общем-то, соглашаясь со всеми выводами докладчика и положениями резолюции, тем не менее призвал к диалогу с российскими представителями. Да, но при этом он тоже не оспаривал того, что Крым является оккупированной Россией территорией, да, но да, призывал тоже к диалогу. Интересный тоже момент, когда госпожа Рукавишникова вот сказала эти слова о том, что документы все публикуются официально, я зашел даже на сайты вот этих подконтрольных России так называемых органов власти крымских и подумал, ну, может быть, действительно что-то там произошло такое. Нет, они по-прежнему только, нет там ни намека ни на украинский, ни на крымско-татарский языки, они все ведутся исключительно только на русском языке. Но, может быть, это сегодня как-то изменится, не знаю. Я думаю, что было бы неплохо, хотя я такие не приветствую действия сбоку украинской журналистики, но вы могли бы официально обратиться к госпоже Рукавишниковой и попросить ее хотя бы прислать образцы таких документов, ну, скажем, недельной давности, месячной давности, на украинском и крымско-татарском языке. Я посмотрю на ее ответ. Рифат Чубаров с нами на связи, глава Меджлиса крымско-татарского народа, в частности, также в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы говорится о том, что, значит, российские власти призываются освободить всех тех, кто был незаконно задержан и заключен в результате жесткого применения российского законодательства, прекратить принудительный призыв жителей Крыма в армию России, не применять практику перевода заключенных из Крыма в места лишения свободы на территории России. И, значит, также депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивают на том, чтобы оккупационные власти Крыма незамедлительно провели эффективное расследование каждого дела об убийстве, похищении, исчезновении, пытках представителей крымских татар. И тут у меня вопрос к Рифату Чубарову. Я не услышал ни одного ответа от российской стороны именно по вот этим фактам, по фактам похищения, убийств, исчезновения. Были только какие-то общие фразы о том, что издаются книги и журналы на крымско-татарском языке. И все. А вот по этим фактам не было. Или, может быть, я что-то пропустил? Нет, это была тактика представителей Российской Федерации полностью избежать обсуждения самой резолюции, тем более тех ее моментов, в которых приводятся неопровержимые факты прямого преследования и гонений со стороны российской оккупационной власти в отношении крымских татар, где приводятся цифры тех, кто был насильственно похищен, и до сих пор их судьба неизвестна. Российские депутаты заняли позицию полного отрицания доклада. И я сейчас не помню, в одном из выступлений представителя российской делегации как раз и утверждалось о том, что мы могли бы, я почти что цитирую, что он говорил, что мы могли бы многое сказать по сути резолюции, но в этом нет необходимости, потому что она абсолютно вся построена на ложных и несуществующих предположениях и домыслах. Это, по-моему, сказал Юрий Олейников, депутат Госдумы России. Если позволите, давайте мы послушаем этот фрагмент, у нас есть он. Запад судит о России, исходя по вымышленной, злонамеренной исторической версии, ставящей крест на любом пути сотрудничества. Господа, принимая подобные сегодняшнему докладу, вы занимаетесь ровно этим. Сохраняя свое положение в таком мейнстриме, вы возводите в абсолют требования нескольких диссидентов, игнорируя истинное положение дел в Крыму. Как у нас в народе говорят, за деревьями вы не видите леса. И совершенно не беспокоитесь о развитии добрососедских отношений с Россией.
Это такое было фрагмент выступления Юрия Олейникова, депутат Госдумы России. Выступал он на парламентской ассамблее Совета Европы. А с нами на телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Видимо, это небольшой фрагмент. Он говорил, конечно, больше и говорил о том, что вот так вот просто есть какая-то предубежденность по отношению к России, и не хотят просто люди. Но у меня такой вопрос к вам, Рифат Абдурахманович. Депутаты со стороны европейских стран, они же ведь реально влияют на политику в своих странах. Возможно, в отличие от российских депутатов, которые никак не влияют на политику господина Путина, который определяет фактически всю политику этой страны. И получается так, что с одной стороны есть реальные политики, а с другой стороны есть политики, которые просто как бы назначены туда, не знаю, там по воле Путина. Потому что выступали даже 2 члена Совета Федерации, это люди, которые, они не выбираются в этот представительный, хотя он считается, орган России. И тут у меня возникает вопрос. Это получается как бы такой диалог, с одной стороны, вот есть реальные политики, а с другой стороны есть люди, которые, просто назначены Путиным туда. По сути, так и есть. Вы абсолютно правы. Те члены российской делегации, которые являются депутатами Государственной Думы, они, как вы сказали, абсолютно не влияют на формирование российской ни внутренней, ни внешней политики. Тем более, и, кстати, это прозвучало в одном из выступлений украинских депутатов, когда было уже заранее поставлено под сомнение полномочия новой Государственной Думы, выборы, которые состоятся уже скоро в России, что Совет Европы должен определиться в отношении полномочий этой Государственной Думы, которая будет избираться, поскольку она незаконно распространяет эти выборы и на оккупированной территории, в частности, на оккупированный Крым. И ведь предыдущая Государственная Дума тоже так избиралась. Что касается членов Совета Федерации, там я обратил внимание на такого себе, если я не ошибаюсь, Башкина. Он выступал вчера, член Совета Федерации, но поскольку он в своем выступлении непосредственно упомянул и мою фамилию, он пытался все склонить, как бы, риторически обращался к депутатам парламентской ассамблеи Совета Европы с предложением о том, что давайте мы обсудим другие вопросы. Вот, например, есть Чубаров и его люди в 2015 году взорвали линию электропередачи, снабжавшую Крым. И не хотите ли вы это обсудить, вопрошал вот этот сенатор Башкин. Я когда посмотрел, мне стало интересно, чем живет вообще такой человек, который излагает такие абсурдные вещи на заседание парламентской ассамблеи. Я зашел на его социальные страницы, это, конечно, полный мрак, но при этом подтверждающий то, что он всецело зависит только лишь от одного человека, от губернатора, который, в общем-то, волей которого он направлен сенатором в эту палату парламента России. У нас, кстати, есть тоже небольшой фрагмент из выступления этого господина Башкина, члена Совета Федерации России. Александр Башкин, давайте послушаем. Я не призываю верить ни на слово, но вы, члены Ассамблеи, можете в любое время приехать в Крым и лично посмотреть и поговорить с людьми. Вы получите объективную и достоверную информацию. Хотя украинские власти будут недовольны. Вы увидите правду и вскроется обман. А пока я предлагаю не голосовать за представленный документ. Не давайте превратить себя в инструмент политической спекуляции и сведения счетов. Наша делегация категорически против всего доклада, но мы не вносим поправки и не обсуждаем поправки, потому что этот текст уже ничем исправить невозможно. Это, наверное, была такая собранная, коллективная такая позиция российских всех участников этого заседания, которые говорили, что мы не собираемся голосовать, имеется в виду российская эта делегация, они говорили, потому что этот документ, он построен изначально не на тех фактах, которые им хотелось бы. И с нами Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, в частности, Рифат Абдурахманович. Значит, в парламентской ассамблее Совета Европы обращается, есть обращение
обращения к России. Помимо того, что всем задержанным нужно предоставить доступ к медицинским услугам и юридической защиты, российская власть также должна аннулировать решение, запрещающее деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, и позволить его лидерам Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову вернуться в Крым. Это была дословная цитата. Будут ли с вашей стороны какие-то практические действия по имплементации данного решения? Но это уже не первая резолюция, где Российская Федерация призывается к исполнению решения Международного суда ООН, принятое еще в апреле 2017 года. И этим решением России предписывалось незамедлительно отменить решение о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, не воспрепятствовать его деятельности и предоставить возможность свободного въезда-выезда руководителям, членам Меджлиса крымско-татарского народа из Крыма и в Крым. Но понятно, что Российская Федерация игнорировала и продолжает игнорировать это решение Международного суда ООН. И сейчас в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы России вновь указывается на эту необходимость. И, наверное, очередной раз Россия это будет игнорировать. В этой ситуации, когда я уже имею в отношении меня вынесено незаконное, но для страны-оккупанта обязательное решение о моем заочном аресте и приговор 6 лет лишения свободы в отношении нашего национального лидера Мустафы Джемилева, продолжается суд, и там тоже он закончится, разумеется, приговором. В этой ситуации предпринимать действия для того, чтобы въехать в Крым, до того, как не будут четко со стороны России гарантированные действия, обеспечивающие решение Международного суда ООН. А решение Международного суда ООН о отмене запрета на деятельность Меджлиса и о предоставлении возможностей для деятельности Меджлиса, я думаю, что любой въезд, он чреват только лишь одним прямым направлением места лишения свободы. Понятно. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями и зрителями. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Программа «Крымский вопрос». Мы продолжим эту тему через несколько секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио Крым Реалии на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. В среду, 23 июня, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации принял большинство украинских поправок к резолюции по защите прав крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщила заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от Украины Евгения Кравчук. Цитирую: «Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны российской оккупационной власти, обращает внимание на преследование по религиозным мотивам», говорится в сообщении. По информации Кравчук, после голосования и изменится название резолюции с нейтрального «Ситуация с крымскими татарами» на более жесткое «Нарушение прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму», написала она. Ну и также напомним, что 23 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы проходили дебаты и рассмотрение проекта резолюции. Эта резолюция была принята по защите прав крымских татар на полуострове. А украинская делегация поднимала еще на весенней встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуни Миятович вопросы состояния прав человека в Крыму, реальные случаи исчезновения и незаконных арестов на полуострове, вопросы защиты прав крымских татар, а также отмены решения России о признании Меджлиса крымско-татарского народа террористической организацией. Есть и реакция со стороны Москвы. Глава российской делегации в парламенте
Парламентской ассамблеи Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что Россия не будет выполнять политизированные решения Европейского суда по правам человека и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении оппозиционера Алексея Навального. Далее продолжим программу беседой с Сергеем Давидисом, членом Совета Российского правозащитного центра «Мемориал», руководителем программы «Поддержка политзаключенных». Господин Давидис, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша оценка вот этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, насколько она сможет действительно реально повлиять на ситуацию? Содержание ее вполне адекватно реальности, она вполне обоснована. А насчет повлиять, конечно, судить достаточно сложно. Понятно, что Российская Федерация не признает ни факта оккупации Крыма, ни незаконности его аннексии, соответственно, не признает и нарушения прав крымско-татарского народа, не признает наличие политзаключенных вообще. Поэтому рассчитывать на такое признание обоснованности властями Российской Федерации содержания этой резолюции и исполнения ее рекомендаций, конечно, не приходится. Более того, даже решение Европейского суда, как вот было только что сказано у вас в эфире, ну да, цитата господина Толстого, намерены не исполнять. Что говорить о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая и не является обязательным документом. Но, тем не менее, мне представляется, что привлечение внимания и четкая фиксация отношений международного сообщества к ситуации, четкая фиксация его оценок в сфере прав человека в Крыму, она все равно полезна. Мы не можем сказать, что это немедленно приведет к каким-то позитивным результатам с точки зрения исправления ситуации, но уж точно это не сделает эту ситуацию хуже, и мы не можем сказать, как ситуация была бы, если бы не было этого внимания. Это, естественно, не единичный акт, это элемент кампании давления международного сообщества на власти Российской Федерации в связи с нарушениями прав человека, последовавшими за оккупацией и аннексией. И если бы этого давления не было, я думаю, что нарушения были бы еще более массовыми, как это несложно представить, еще более грубыми, еще более беспардонными. Оглядываться на это внимание так или иначе властям Российской Федерации приходится, и эта резолюция в этом смысле тоже, мне кажется, полезна и важна. Угу. Кстати, в документе указывается, что российские власти должны прекратить применение своих законов в Крыму, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и пользоваться законами Украины. И тут у меня возникает такой вопрос. А было ли когда-либо, может быть, в истории человечества, вот в ближайшей этой истории, когда так действительно случалось, когда одна страна контролировала территорию другой страны, и при этом там использовалось законодательство, страны, которой действительно принадлежит эта территория? Ну, это вопрос к историкам. Я не историк войн. Это предполагает Женевская конвенция, оккупирующая держава не вправе распространять свое законодательство на оккупированную территорию. Угу. Крым отвечает признакам оккупации, он подпадает под действие этой конвенции, и это должно быть так. И я, честно говоря, думаю, что бывали такие случаи, должны были быть. То есть это вполне, в общем, естественно. И поскольку Россия подписывала ту же самую, и имплементировала конечно. Женевскую конвенцию, то она обязана придерживаться. Но с точки зрения... Дело, что Россия просто не признает, что она оккупирующая держава, она считает Крым частью своей территории, российские власти отрицают все упреки в оккупации и аннексии, и, соответственно, поэтому нарушают эту конвенцию, считая, что нет условий для ее применения. Это коллизия, которая с 2014 года существует. Угу. Кстати, вот эта коллизия, она сказывается только на крымчанах, имеется в виду, или же эта же коллизия может сказываться и на гражданах соседней России? Я имею в виду тех людей, которые из России приезжают на территорию Крыма. Понятно, что если бы они приехали на территорию Украины, которая контролируется властями Украины, законодательное регулирование было бы другим, но это вопрос все-таки довольно умозрительный, мне кажется, то есть понятно, что есть различия в законодательстве, и одни и те же действия могли бы повлечь разный результат, но для крымских татар наиболее ключевой момент этой разницы – это дела по обвинению в участии в Хизбут Тахрир, очевидно.
поскольку именно тут есть значимое различие. Россия одна из 2 стран в мире, которая считает их террористической организацией, а в Украине действие легальной этой организации. Соответственно, тут вот совершенно четкий водораздел проходит. То есть есть уголовная ответственность, да, на территории России просто даже за причастность к этой организации. А на территории... Так как это легально в Украине. Угу. Понятно. Скажите еще такой очень важный момент, мне кажется. Я почему спрашивал про вот как это может сказаться на гражданах России и не только на крымчанах, имеется в виду не только на жителях Крыма, но и на гражданах соседней России, которые живут там. Потому что по многим процессам уже получены решения российских судов. И эти процессы дальше будут обжаловаться в Европейском суде по правам человека. Вот есть ли практика уже правоприменения в Европейском суде по правам человека? Будет ли Европейский суд по правам человека применять там и считать, что вот это законодательство России там не может применяться, и поэтому вот уже все остальное, все, что на нем построено, оно должно быть отменено, по крайней мере? Ну, вот, по крайней мере, там где-то есть очевидное различие в законодательстве, да, а это именно вопрос дел Хизбут Тахрир, и именно по ним неоднократно уже подавались обращения в Европейский суд, я думаю, что, конечно, должно быть применено. Просто, в конце концов, там законодательство, не знаю, о преследовании за кражу, оно одинаковое, да, примерно одинаковое в Украине и в России, и даже если там кому-то его неправомерно применили, то нет разницы, какое законодательство было применено, украинское. Я имею в виду, если там нарушены гарантии справедливого суда и так далее. А вот тут это актуально. Но пока решений таких нет. Предсказывать решение Европейского суда дело неблагодарное. Как мне представляется, конечно же, этот аспект должен сыграть большую роль. Есть еще один очень важный момент, мне кажется, который тоже в этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы прозвучал. Это призыв к российским властям аннулировать решение, запрещающее деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и позволить его лидерам Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову вернуться в Крым. Ну вот перед вами мы говорили с Рифатом Чубаровым, он сказал, что, во-первых, есть вот решение само вот России, которое признает Меджлис, поправьте меня, если не прав, экстремистская, да, организация? Да, вот. Не террористическая, экстремистская организация. А с другой стороны, есть еще и судебный процесс, которое судебное решение, которое вступило в силу на территории России в отношении самого Рифата Чубарова, да, которым там его обвинили и признали в каких-то там преступлениях против России. И теперь возникает такой вопрос, да, то есть, с одной стороны, ведь мало уже даже просто там снять запрет на решение, которое запрещало деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Это такой какой-то клубок проблем получается, да, который российские чиновники сами создали, да, вот, который невозможно так вот в одночасье все это распутать. Нет, конечно, невозможно и не приходится рассчитывать. Я думаю, что российские власти отменят приговор в отношении Рифата Чубарова, действительно позволят доступ руководителей Меджлиса крымско-татарского народа в Крым, отменят решение о признании этой организации экстремистской. То есть, вы думаете, это не произойдет? Я думаю, что это нереально, и российская власть четко стоит на своем. Как я вот сказал, полезное влияние этой резолюции, оно не в том, что оно изменит и там, вернет назад ситуацию, а в том, что привлечение внимания к этим проблемам затруднит и замедлит, возможно, усиление нарушений прав человека в Крыму. Это вопрос новых нарушений скорее, чем исправление того, что уже было. Угу. Понятно. Есть еще один очень важный момент. Вот та цитата, которую я давал господина Толстого, это вице-спикер Госдумы Петр Толстой, он заявлял о том, что там Россия не будет выполнять политизированные решения СПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении оппозиционера Алексея Навального. Кстати, на Парламентской ассамблее Совета Европы российская сторона отказалась рассматривать, это не касается Крыма, значит, отказалась рассматривать ситуацию с Алексеем Навальным и с оппозицией российской, мотивируя это тем, что есть полгода до выборов, да, в парламент России, если слышали об этом. И на основании этого, значит, как бы любые такие рассмотрения, они могут просто-напросто сняться по требованию
той страны, которая, в которой состоятся эти парламентские выборы. Но тут возникает еще один вопрос. Ведь на самом деле Россия, даже вопреки этим резолюциям, она все равно планирует провести выборы в Государственную Думу осенью уже 2021 года, и в том числе на территории Крыма. И возникает опять-таки вопрос, насколько будет тогда легитимна Государственная Дума? Выборы Государственной Думы на территории Крыма уже осуществлялись, и мы знаем, как это было воспринято в мире, то есть они были признаны нелегитимными в той части, в какой они проходили на территории Крыма. Насколько я понимаю, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась принимать избранных в Государственную Думу от Крыма, на территории Крыма депутатов. То есть это не привело к оценке, к восприятию всего состава Государственной Думы как нелегитимного. Поэтому я не думаю, что в этом смысле чего-то изменится в этот раз. То есть тут скорее, возможно, другие какие-то моменты, связанные с общим ухудшением ситуации, с вопиющим нарушением базовых начал политической конкуренции, избирательного законодательства, гарантии, которые граждане России должны были бы иметь не в связи с ситуацией в Крыму только лишь, а в связи с собственной ситуацией в России. Но, опять же, предсказывать это, пока эти выборы не состоялись, было бы затруднительно. Но я неспроста стал говорить и тоже в том числе и про Навального, потому что на самом деле, может быть, вот тот человек, который из России нас смотрит, он скажет, это там в Крыму, а у нас вот тут все нормально, и там, это там такая вот территория, поэтому там к ней такое особое внимание. А на самом деле, ведь это же сказывается и на жителях, практически, любого региона, наверное, российского. Естественно, то есть, все это вообще связанные тренды, да, общая динамика ситуации к неуклонному и все большему ограничению и нарушению, то есть ограничению формализованному, принимаются законы, которые, как вот недавно подсчитали, уже 9 миллионов человек примерно в России лишили пассивного избирательного права, то есть люди просто по закону, даже формально, не могут выдвинуть свои кандидатуры на выборы в силу разного рода ограничений, установленных законом. И, это я для примера привел, то есть вот ограничения такого рода растут, а с другой стороны и прямые нарушения закона все более жесткие, все более массовые имеют место. И наличие таких зон, где в принципе закон не действует, это исторически была Чечня, и вот с момента оккупации Крыма это в значительной степени Крым, где нарушения носят особенно массовый характер в силу самой природы ситуации, особенно наглый характер. Это распространяется, естественно, на территорию России. Это создает стандарт возможного. Поэтому, естественно, влияет. Совершенно правы. Спасибо вам. Сергей Давидович, член Совета Российского правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы поддержки политзаключенных. И мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Николаем Полозовым, российским адвокатом. Сегодня говорим о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Господин Полозов, здравствуйте. Здравствуйте. Каким образом резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы может иметь практическое применение в деле пропавших, в деле задержанных, в деле арестованных, в деле осужденных России в Крыму? Прежде всего, я бы хотел отметить, что эта резолюция впервые касается положения крымских татар. То есть неоднократно ПАСЕ принимала резолюции, которые касаются состояния прав человека на оккупированной территории Украины в Крыму. Но именно сейчас, мне кажется, это такой очень важный момент, поскольку, прежде всего, акцентирование внимания на крымских татарах в преддверии Крымской платформы – это такой очень серьезный политический жест со стороны европейских институтов. Кроме того, в момент принятия Украиной закона о коренных народах, а крымские татары еще в 2014 году были признаны коренным народом Украины, тоже смещает фокус акцента именно на проблематику крымских татар. Но если говорить о практической стороне, то, конечно же, резолюции Парламентской ассамблеи не имеют обязательной силы для выполнения. Это не резолюции Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, они задают определенный тон, они задают определенный фарватер, по которому дальше политики, которые принимают уже политические решения,
двигаются в принятии своих решений. И я напомню, когда были захвачены украинские военные моряки, их освобождению предшествовала в том числе резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. И во многом я считаю, что и решение Международного трибунала ООН по морскому праву было обусловлено в том числе и той позицией, которую высказали европейские парламентарии. Поэтому в данном случае эта резолюция является своего рода такой путеводной звездой, по которой европейские политики будут двигаться в любых переговорах, в любых контактах с российской стороной, которые будут касаться Крыма и непосредственно крымских татар. То есть эта резолюция, это влияние не только на саму Россию, да, но также и на истеблишмент практически всех европейских стран. Приблизительно Да, так, я бы даже сказал, что в большей степени это влияние на истеблишмент, потому что у России абсолютно одинаковая реакция на такие резолюции. Это реакция такой креветки, которую ткнули палкой, и она начинает, раздраженно шипеть в ответ. Безусловно, в резолюции достаточно подробно изложены зафиксированные нарушения прав человека, зафиксированные невыполнение Российской Федерации решений международных судов, в том числе Международного суда ООН, который касается отмены запрета действия Меджлиса на территории Крыма. И я думаю, что поскольку в Европейском суде по правам человека тоже находится межгосударственная жалоба Украины против Российской Федерации, на подходе еще несколько жалоб, подобные решения европейских парламентариев, безусловно, будут иметь позитивное влияние в пользу Украины, безусловно, в том числе в этих международных инстанциях. Спасибо вам. Николай Полозов, российский адвокат, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». Напомню, что сегодня мы говорим про резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это резолюция, которая была принята 23 июня 2021 года. В среду, и эта резолюция, она призвала Москву не применять законы России на территории оккупированного Крыма, а вместо них использовать на полуострове законодательство Украины. Но не только это. На самом деле это очень интересная резолюция, и несмотря на то, что Москва не намерена выполнять резолюции не только Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму, но также и Организации Объединенных Наций, тем не менее, все, кто был нами сегодня опрошен, говорят о том, что есть определенное влияние этой резолюции, в первую очередь, конечно же, на политику европейских стран. Потому что в чем отличие Европы от недемократических регионов, да, или недемократических стран? Тем, что главное отличие заключается в том, что в европейских странах люди выбирают депутатов, люди выбирают тех, кто представляет их интересы в парламенте той или иной страны. И эти парламентарии, они самостоятельно определяют политику страны, в первую очередь ориентируясь на интересы своих избирателей, а не на интересы какого-то одного диктатора, от которого, собственно говоря, в большинстве случаев и зависит, кто будет присутствовать в том или ином парламенте тоталитарной страны. Как это происходит? Можете посмотреть. Таких стран не так много, но на самом деле все они есть на восток от Украины. Далее будем говорить и продолжим эту тему, но через несколько секунд вернемся в студию. Программа «Кримський вопрос». Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 648 АМ на территории практически всего Крыма. Итак, мы сегодня говорим о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была принята 23 июня, о правах крымских татар в аннексированном России Крыму. Резолюция называется дословно «Нарушение прав человека, совершенные в отношении крымских татар в Крыму». Говорить дальше будем с Ярославой Юдиной, менеджером по международной адвокации Украинского правозащитного центра «Зміна». Пані Юдіна, вітаю вас.
Доброго Доброго дня. дня. Дякую за запрошення. Дуже цікава ваша думка. Взагалі, чи оця резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, наскільки вона є радикальною в тому сенсі, що вона чітко розставляє акценти щодо дій Росії на території Криму? Наскільки вона чітко називає все, що там відбувається, своїми іменами? Насправді резолюція дійсно дуже чітко називає все своїми іменами, і тут треба віддати належне пані Сунні Аверсдотір, доповідачці, яка була відповідальна за підготовку цієї резолюції, доповідачка з Ісландії. Вона зробила неймовірну роботу, і сам звіт, і сама резолюція, і всі ті питання, які там висвітлені, вони дійсно висвітлені об'єктивно і зачіпають дуже велику кількість різних питань і різних порушень прав людини. Вибачте, пані Юн, але російські представники, які брали участь у цьому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, вони критикували її і казали, що вона не була в Криму. А як же вона тоді змогла зробити таку доповідь? По-перше, вона була на постійному контакті з тими, хто міг безпосередньо розповідати про те, що відбувається в Криму. І, по-друге, вона контактувала також безпосередньо з попереднім доповідачем, який починав працювати над цією резолюцією. Це швейцарець, який був в Криму, який безпосередньо бачив на власні очі, що там відбувається. І вона про це наголошувала, пані Сунна, у відповідь, до речі, досить жорстко вона відповіла російським депутатам, які закидали їй і брехню, і необ'єктивність, і дуже багато всього. А повертаючись до цінності, власне, цієї резолюції, вона цінна з декількох точок зору. По-перше, резолюція вкотре підтверджує, що Парламентська асамблея Ради Європи не визнає протиправну анексію Криму. Вона рішуче засуджує окупацію півострова. І що ще дуже важливо, цього не було в попередніх резолюціях, які стосувалися Криму. Це була поправка, подана паном Борисом Цілевичем, латвійським депутатом, який є також головою комітету з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи. Згідно з цією поправкою, Парламентська асамблея Ради Європи рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації легітимізувати або нормалізувати спробу анексії Криму. По-друге, ця резолюція констатує низку серйозних порушень прав людини. Якщо ми пройдемося по тексту Європейської конвенції з прав людини, то виходить так, що в Криму порушується чи не кожна стаття цієї конвенції. І про це було зауважено пані головою комітету з рівності і недискримінації. В цьому комітеті якраз розроблявся цей звіт, тобто це її пряма мова. Там порушена майже вся Європейська конвенція. Тобто резолюція прямо це констатує. Більше того, резолюція прямим текстом каже, що саме Росія має нести відповідальність за порушення прав людини в окупованому Криму і безпосередньо за порушення прав кримських татар, як держава, яка здійснює ефективний контроль над цією територією. І це теж не пусті слова, це речі, які підтверджені вже рішенням Європейського суду з прав людини, рішенням щодо прийнятності, в якому суд констатував, що він має серйозні підстави вважати, що на Кримському півострові мала місце адміністративна практика серйозних порушень прав людини, знову ж таки, фактично цілої конвенції Європейської з прав людини. Отже, резолюція називає ці порушення, вона каже, що Росія має нести відповідальність. Також вона каже, що Росія має негайно припинити ці порушення, тобто припинити практики насильницьких зникнень, вбивств, застосування тортур, незаконних обшуків і тому подібне, там дуже багато порушень. І має здійснювати всі можливі заходи для того, щоб попередити подібні порушення у майбутньому. От перед вами ми говорили в цій студії з різними експертами, вони казали, що ця резолюція, вона більше матиме вплив, вони так вважають, більше на майбутнє, да? Що саме через таку прискіпливу увагу з боку європейського співтовариства до дії Росії в окупованому Криму, власне, це може там запобігти якимось наступним можливим порушенням з боку Росії прав людини. А ви як вважаєте? Дивіться, тут є два моменти. По-перше, ця резолюція, перша резолюція Парламентської асамблеї, де настільки жорстко асамблея каже про
прямо каже про таку величезну кількість порушень з боку Росії прав кримських татар. У попередніх резолюціях їх було декілька. Це резолюція 2112 та 2198. Там також були згадки, звісно, про кримських татар, проте там це було досить коротко, і там Росію закликали дозволити в'їзд лідерам Меджлісу на територію Криму і дозволити взагалі функціонування Меджлісу, як це постановлено рішенням Міжнародного суду ООН. В цій ж резолюції ми бачимо прямим текстом тобто, по-перше, набагато більш розлогі вимоги від Російської Федерації. Ну, знову ж таки, не вимоги, а заклики до Російської Федерації, тому що, на жаль, резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, вони не є, вони не мають такої обов'язкової сили, як, скажімо, Європейська конвенція з прав людини. Тобто це перший момент, що ця резолюція набагато більш детальна. Вона окреслює дуже велике коло проблем, дуже велике коло порушень з боку органів влади Росії щодо кримських татар. Другий момент. Дійсно, резолюція не має зобов'язуючої сили, тобто депутати не можуть нічого вимагати від Росії фактично цією резолюцією. Але депутати можуть визнавати певні факти на міжнародному рівні. І що є важливим, що на це визнання на міжнародному рівні далі можуть спиратися, наприклад, судові установи. І нічого не заважає Європейському суду з прав людини, який буде приймати рішення по суті у справі Україна проти Росії щодо Криму, спиратися на висновки Парламентської асамблеї Ради Європи і, зокрема, на цю резолюцію, яка дуже конкретно називає речі своїми іменами. Вибачте, оця резолюція, вона може сприйматися чи там братися до уваги як факт, чи це як просто думка? Якщо це просто насправді чи це на розсуд суду вже? Насправді звіт, який став основою цієї резолюції, коли він писався, доповідачка спиралася саме на факти. Причому ці факти, вони не взяті нею ні звідки. Вони були взяті в тому числі з різних звітів міжнародних організацій, з тих же звітів Міжнародної моніторингової місії ООН з прав людини, з різноманітних звітів неурядових організацій. Тобто всі ці факти, моніторинг цих фактів відбувається, ці всі факти сумуються, скажімо так, і вони рано чи пізно цей моніторинг призведе до потрібних наслідків. Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Ярослава Юдіна, менеджерка з міжнародної адвокації Українського правозахисного центру «Зміна», з нами на скайп-зв'язку. Пані Юдіна, таке запитання. Щодо взагалі ефективності, може не зовсім коректно, українських депутатів, да? Чи оці резолюції, які зараз, зокрема ця резолюція, яка була ухвалена, і зокрема ці поправки, які додавалися українськими депутатами, чи достатньо роблять українські депутати, чи мало, чи може правозахисники кажуть, можливо, да, що треба не тільки в цьому напрямку рухатися. В яких напрямках мають рухатися українські депутати? Якщо ми кажемо про цю конкретну резолюцію, я не можу сказати жодного поганого слова про роботу української делегації, тому що вона була, не хочу казати, як ніколи злагоджена, але неймовірно злагоджена. І ця робота велася дуже довгий час. Тому що ця резолюція спочатку була поставлена на порядок денний цієї літньої сесії, потім вона зникла з порядку денного. І саме завдяки зусиллям нашої української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи вона була повернута до порядку денного і, власне, розглянута на цій сесії. Також українська делегація доклала великих зусиль під час розгляду цього звіту, проєкту звіту і проєкту резолюції в рамках комітету з питань рівності і недискримінації. Також українські депутати захищали поправки, які були подані до цієї резолюції. І нагадаю, що всі поправки української делегації, які були подані в рамках роботи комітету, були враховані. Крім того, всі додаткові поправки, які подавалися українською делегацією і які напрацьовувалися у співпраці з громадськими організаціями, зокрема з Центром прав людини «Зміна», з Домом прав людини Крим, вони також були одностайно ухвалені на комітеті. Їх захищала одна з депутаток Євгенія Кравчук, членкиня цього комітету. І навіть при голосуванні в залі
Також ті поправки української делегації, зокрема наших латвійських колег, які не були одностайно ухвалені на комітеті, їх також захищала українська делегація в залі, і вони таки були ухвалені. Тобто в цій резолюції були враховані всі поправки, які були подані українською делегацією та нашими колегами в основному з Латвії. Зрозуміло. Пані Юлію, і останнє запитання. На вашу думку, та тактика, яку обрала Росія і російська делегація, не участі у засіданні комітету, а потім просто не додачі якихось там, не коментування, власне, суті цього звіту, да? А просто вони просто сказали, що ми не хочемо все це коментувати. Насправді ситуація виглядає. Наскільки ефективною є ця тактика? Вона не є ефективною, і ми це бачимо навіть на прикладі голосування за цю резолюцію. Це дуже цікавий момент, тому що в Парламентській асамблеї Ради Європи зазвичай дуже багато держав, які, ми можемо назвати їх проросійськими, можемо назвати їх більш м'яко друзями Росії. Тобто, в основному, досить часто це французька делегація, це швейцарська делегація. До речі, якраз один швейцарський депутат проголосував проти цієї резолюції. Там була в повному складі російська делегація, проголосувала проти, і один швейцарський депутат. Проте під час обговорення цієї резолюції вчора в залі там виступало десь 25 людей виступало. І навіть французькі депутати, і навіть швейцарські депутати, вони все одно висловлювалися за резолюцію. Зрозуміло, да. То дякую. Ярослава Юдина, менеджерка з міжнародної адвокації Українського правозахисного центру «Зміна» була на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Ралі. Сьогодні ми говорили про резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо прав кримських утиску кримських татар. На все добре.